Сейчас разгорится. Вообще такой печки грелись когда? В детстве у меня у бабули. Так знакомо, да? Да, конечно. На ельню, когда выходишь, попадаешь в другой мир какой-то. Здесь есть редкие птицы, которые занесены в Красную книгу. Но самое основное – это наши журавли. Это, конечно, завораживающее зрелище, когда они здесь летают, прилетают, курлыкают. Никто еще отсюда не уехал без восторга. А коли лепш за все на ельню приезжать? Когда все цветет, когда птицы, когда идет жизнь вся, природы, она возвращается. Вот тогда здесь вообще сказка. Ночью выходишь здесь, не понимаешь, кто летит, кто тут крякает, кто пищит. Тут просто здесь все живет. Ну, согрелись? Да, дякую. Тепленько так. Печка. Судовная. Да, старая печка. Да и хутор старый. Около 100 лет там хутор. Здесь добрые люди жили, хорошие. Что там за птушка? Надо смотреть, так не скажешь. Что угодно может быть, и малый подорлик может быть, скопа может быть. Угу. Ну так вот идешь, смотри, тут вот здесь очень любят тоже косули стоять. Угу. Вот, журавль вверху. Значит, у него гнездо здесь. Вот видите, какие они пугливые. Вот мы хоть и тихонечко шли, вот, но они, вижу, услышали нас и поднялись. Но в прошлом году их не было здесь гнездо. А цапля ушла. Тоже, наверное, где-то гнездо. И у цапли здесь.
Слухайте, Андрей, а може ведаеце каго, где можно было бы за журавами поназирать засидки, каб так больш вот максимальная верагоднасць убачыць, Есть. Есть. наколькі магчыма блізка. Есть рядом, уже километров, может, 15-20. Владимир Жабенок. Жабёнок. Да, он такой фермер, там он помидоры выращивает. Вот он там делает засидочки, он там их и подкармливает. Можно, да. Угу. Цікаво. Вероятность как бы велика, что да. А як туди потрапіць можна? Ну, сейчас организуем тебе. В этом году сухо сильно, дождей не было. Все пересохло. Есть там пару ям таких, которых весной проехать практически невозможно. Весной здесь, когда снег тает, затоплено. Только трактор, Нива, УАЗик, больше здесь ни на чем не проедешь. Тут такая мясцина, что журавы паўсюль. Чаму тут много птушек? Потому что кругом лясы и болоты, а тут сярод болот и лясов мой огород. Ну вот тут место для журавлиной вздымки. Зимой орлы тут у меня были, пролетали крыху, белохвост. Это вот я с соломы сено поклал, как тут буду разводить червяков. Червяков будут есть, приходят эти журавы, надо любить, лепшне зерно, и бурсуки. Вони зранку на сніданок приходять, сколько зараз часу? 2 часи. Ну, десь всегда повинны з'явитися. Ну, мы не будем сильно гучно розмовляти, бо можуть бути журавли на пляцовці. Я так прийшов, і вони були там 400. Буває, з пташенятами прохожу, є. Бачиш? О, журав на болоті. Бачно? Ну, вже тут сенсу, напевно, нема сидіти. Вони вже поїли. Вони прийдуть тільки вечором. Зараз треба йти, може, часу в 3, прийдуть там. Дякую вам за зустрічу, рада знайомству. Завжди раді гостям. Слухайте, а ще, може, підкажете, десь тут в околицях є чоловік, який б мог мені отаке справжнє болото у самої там... Ну, самое сапраўднае болото у нас Ельня, Ага. а есть такие люди, захавальники Ельни. Ага. Ну, яны там все допомагають, плотини будують, там, Ага. які роблять природоохоронні там мероприятия. От я ведаю тут в сусідній вёсцы у Кам'янполі, така паляўнічая жанчына, паляўніцтвом займаецца. Жанчына паляўнічая? Да, яна паляўнічая. Ну. Цікаво. Это саме Кася зовут. Ага. От да, і треба до її звернутися, вона що-небудь розкаже. Як кажете вёска? Кам'янполі.
Вот гляди, видишь, где горел лес, все сосохшее. Вот тут это все ельня горела. Особенно вот в 2002 году. Вот, сразу было, осушали, каналы накопали. А потом, как поняли, что оно начало гореть, и торфа залежи большие, и стали заболачивать ее. Ну, болото же, ну, мне кажется, все было это озеро. А потом стало зарастать, потому что мох растеть только вверх. А корошки отмирают, опадают в воду. И накапливается торф. За 1 год только 1 миллиметр. За 1000 годов метр. Так вот, если, например, на ельне говорили 9 метров торфу, значит 9 тысяч годов этому болоту. О, это кроншнеп. По-белорусски кулен. Прямо интересно, кто тут пришел на мое болото? Мы пришли. Здравствуй, здравствуй. И вот видишь, упавшие деревья у этого, и они будут лежать несколько лет. Много раз находили, даже во время войны еще мужа, солдата погиб у болоте. А потом что-то раскапывали, тимохти, что, и нашли этого. Что во время войны, может, Второй мировой, и он даже нисколько не разложился, потому что Просто шайка не сидит. пагнум, и он задерживается. Гляди потихоньку, только иди, более на кочки наступай, чтоб не увалился, не набрал у боты. Ну, здравствуй, ельня. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, остров. Здравствуйте, деревья. Як я вас давно не видела. Ох вы, хорошие мои. О, смотри, пилы. Все, что надо. Ви так весь час вітаєтеся з островом? Да. Еще ельня территория важная для птиц. И она тоже создавшая ТВП. Именно Ахова птушек Батькушин, это организация. И вот в этой организации именно я являюсь хранителем. Но еще вся моя семья. Я все плакала даже, как горел, и грибы горят, и змеи убегают с болота. Так жалко было. Тушила вместе с пожарниками и с пожарными. Где машины не могли доехать, то мы тушили ранцами. Набирали воду вот с озер, где поблизости, и шли и тушили ранцами. Съел червячка. Сейчас нацепим новенького, вкусненького, жирненького. Ну и так всегда любуешься красотой. Все кругом живое. Сама земля и то живая. Не зря говорят, кормилица. Похосла. Да.
Сейчас уху сварим. Это, ну, тут, видишь, вода светлейшая и окуни светлые. А вот там далее есть озеро Черное. Там больше болотнее вода, черная. И там и окуни такие, самые черные. Вот меня часто спрашивают, чем ельня хороша. Что пришел тут, набрал ягод, сварил чай, наловил рыбы, нажарил или сварил уху и поел. Ну, это смачное. Слухайте, класно. Ой, а наваристі які. А тут, погляди, мокро, сколько журавин растет. Его день-день есть еще с прошлого года. Журавины. И если сильно-сильно давить, можно Можна, да. прорвать мох и увалиться. А туди он будет ближе, еще более будет зыбаться. Потому что тут вообще висит все. А тут сразу вон какая глубина. И дна нету. О. Это такие сплавы. И они иногда отрываются и туда плывут. И тогда там начинают расти. Так Айсберги, льдины. и заболачивается. Давайте я вас покатаю. на. Ты же открываешься с головой. И я тебе что, тащить буду? Я полезу, посмотрю, где озеро находится. С дерева лучше видно, если только оно больше. Да, видно. И что, опять идти. Это озеро Лебединое. А чому назва така? Живут лебеди, плодятся. И вот его назвали в честь лебедей. А здесь рядышком озеро Белое. Вот. Вода не очень такая коричневая, такая светлая. Ну, а далее ты знаешь дорогу уже. По настилу Ага. и додому пройдешь туди. А мне тут еще криху надо остаться. Поглядеть, поставили сетки браконьєра. Ага. Погляджу. Ну, добре, А тоді. ти потихоньку. Тоді пойду. Дойдеш. Дякую. Ну, до Я побачення. думаю, що будемо бачитися. Дякую. Щасливо. Ну і ще приходь на єльню. Гляди осторожно там Добре. по бельках. Переходь. А ми тут ще зостанемося криху.